Добрый. Скорее умно. Здравствуйте. Телефон остался. Или там. Что? И ничего не стоят. Как это? Ты был организатором, ты непосредственно участник этого проекта. Без тебя ничего не состоит. В этом. Я вас не подняла. А вы прям вдвоем будете? А мы там постоим вдвоем. Участник и организатор. И кто организатор. А давайте, может, вас по отдельности запишем? Ну давайте. Совсем знаете? Просто так смотрим на Галю. О, Я заикаюсь, поэтому... ой, что Тогда все, написано? конечно, подрежется, вы не переживайте. Я маме говорю. Вот такие вот такие
Можно поближе? Вообще gecikisi alışık ustalığı asit ve starszy nadal gdzie Мне показалось, в Санкт-Петербурге Эмирата. Да. Вот у меня Каждый регион, даже каждого региона, нельзя загулять.
А я брал эту форму, учу 64 кассетка стоит. Что-то пошлёпку на закрытое предприятие его не хватает. А я уже не хожу. Но если тебе нравится, что-то можно Судьба такая. Романовой Валентине Александровне, которая расскажет об этой выставке, об этом проекте. Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень рада, что вы сегодня пришли на открытие нашей выставки, и на которой мы хотим познакомить вас не только с художниками города Абакана, но и художниками города Красноярска, Улан-Удэ и других городов нашей России. Проект этот, вкратце расскажу о проекте. Он зародился в 2007 году в Санкт-Петербурге, когда частная галерея это домашняя галерея, обратились с просьбой к художникам Санкт-Петербурга: ну, давайте вот попробуем, чтобы нас запомнили, мы вас любим, и вы откликнитесь на наш призыв, напишите свои автопортреты. Размером мы не будем вас утруждать, скажем, что это размер будет 50 на 40 или 40 на 50. Сразу откликнулось свыше 100 человек. Но в результате приняли участие только 90, потому что не всем оказался под силу жанр автопортрета, даже именитым художникам. Ну, не справились они, к сожалению, с этой задачей. Вот в 2007 году это все и началось. Потом к этому проекту, да, он состоялся вот благодаря искусствоведу Елене Тюниной и меценату Санкт-Петербурга Эдуарду Матушкину. Он был спонсором этого проекта, в результате которого родился вот такого образца каталог, в котором было напечатано 90 работ, автопортретов и некоторые эссе о художниках. Ну, потом к проекту подключился город Самара, Псков, потом подключился город Великий Новгород. И я с этим проектом столкнулась впервые в городе Пермь, на выставке «Арт Пермь». Ну, приехали туда, там друзья, всегда мы постоянно участвуем в этих больших проектах. И было такое состояние, что все там говорили: ой, там автопортрет. Думаю, да что там автопортрет? А тут же друзья, обнимашки, встречи, разговоры. Ну, мы видимся один раз в год. Ну, поговорили, тут пообнимали, думаю, на 4-й день, думаю, пойду схожу, посмотрю, что там автопортрет. А там молодежная в основном площадка, и вот презентовали этот проект. Тогда там в нем было всего 400 работ. Это европейская часть, и плюс пермяки приняли участие, там порядка 50 работ. Я когда зашла в зал, и вот я просто встала в ступор. Вот представьте, участники Санкт-Петербурга, там же все художники закончили репу, там разные жанры, разные лица, вот разные вот эти глаза, они меня вот сразу захватили, и я вот сиюминутно приняла решение, ну, думаю, как я могла? Нет, я это тоже сделаю. И в 2014, это было в 2013, а в 2014 году мы уже объявили в нашем союзе художников, ну, в виде конкурса уже, чтобы как-то художников немножко заинтересовать, объявили в виде конкурса это. И тогда приняли участие 53 человека, сейчас уже 60 наших художников в этом проекте. Некоторые, вот как Елена Лихацкая, даже пишут по 2
своих автопортрета. Ну вот так проект вот состоялся впервые у нас в Красноярске. Приняли участие и академики есть, и заслуженные художники есть. Но после этого я вот обратилась к Александру Григорьевичу с Надеждой Яковлевной, я говорю: ребят, давайте мы вас в Хакасии все-таки как-то вот, ну, может быть, художникам вашим тоже будет интересно. И вот благодаря их труду, энергичности, инициативе проект состоялся и у вас в Хакасии. Когда мы его показали, приехал председатель Улан-Удэ и говорит: слушай, я тоже хочу, давай как нам. И вот мы в конце года сделали этот проект уже в Улан-Удэ. Но кроме этого, получается, что когда это же все разлетается, и начинается вот там художник из Сочи, здесь есть портрет художников из Владивостока. Сегодня отправили 4 работы из Омска, 2 работы идут из Томска. То есть проект постоянно, может быть, не все председатели Союза по каким-то причинам хотят к нему присоединиться, ну, по разным причинам. Но художники на это откликаются, и работы постоянно приходят 15, 20 работ, 10 работ, 3 работы каждый месяц. Вот. Но в этом проекте мы вот решили показать вам не только автопортреты самих художников, но и их произведения, чтобы вы могли более целостно представить, ну, вот, полный образ, составить свое впечатление о художнике, о его внутреннем мире, о его творчестве, о его диалоге с вами. Ну вот спрашивайте, может что-то... Вкратце я все рассказала, то, что хотела вам сказать. Может, какие-то вопросы будут? Ну тогда, наверное... Тогда, да, передадим слово Александру Григорьевичу Кобыльцову, председателю Союза художников Республики Хакасия и одному из участников конкурса. Без Александра Григорьевича и Надежды Яковлевны ничего бы не состоялось. Только благодаря их такой уверенной, жизненной, творческой позиции этот проект состоялся, и они его поддержали. Добрый день. Ну, во-первых, большая благодарность Валентине Александровне за то, что вы осилили такой проект, который длится, в принципе, уже несколько лет, 10 лет больше, да? Да. Ну, это нужно иметь большую волю и желание. Я люблю художника. Спасибо. Как-то так традиционно привыкли все, что смотрим только работы художников, и сам автор остается за гранью восприятия. И, на мой взгляд, потрясающе интересная выставка. Я подобных, в принципе, никогда нигде не видел. Художники, они, беспощадные сами к себе. Вот посмотрите, ведь почти нигде нет веселых глаз. Все какие-то такие задумчивые, тревожные. И они вскрывают себя как бы по полной программе. Это очень интересная выставка. Я думаю, она будет интересна еще и со временем, как исследование нашего периода жизни. Так что я поздравляю с тем, что проект состоялся, что проект замечательный, и то, что в Хакасии приняло больше, по-моему, 40 художников участие в этом проекте. Спасибо. Вам спасибо. Александр Григорьевич, значит, вот смотрите, я хочу, с Алексеем Юрьевичем вручаем вам, ну не успела я заполнить, но я вам вручаю, и вот можете здесь потом раздать, кто здесь присутствует, остальным. Это вот к этой выставке мы, каждому такому проекту мы издаем каталоги. И вот здесь каждый художник, кто принял участие, получит по 2 таких каталога и может кому-то подарить. Ну, может, если кому-то надо будет больше, можете обратиться, я могу дать больше. Так что, вот, Александр Григорьевич, забирайте, это все ваше, я вас поздравляю, вам будет чем показать министру или замминистра. Не только, что вы работаете, Союз художников. Каждый участник получит. Да, художник получит, но еще и то, что Союз художников Абакана работает. Он не стоит на месте, он двигается вперед. Спасибо. Это вот ваше все. Ну, вот им потом заберете. Конкурса Бурнакову Марату Константиновичу. Ну, лично мне этот проект очень понравился, потому что мы, работая в детской художественной школе, приняли очень активное участие. У нас практически все преподаватели попробовали нарисовать себя. Это было очень замечательно и интересно, потому что все ждали итоговой выставки, ну, потому что друг друга знаем, а кто как себя представляет. И было очень интересно, когда все уже принесли свои автопортреты, посмотреть на эту выставку. Вот сейчас она более расширенная, и
мне достаточно интересно посмотреть, потому что очень многих художников, вот красноярских, и в том году я познакомился с художниками из Бурятии, из Улан-Удэ. Вот многие из них сейчас представлены в автопортретах, и я их сразу узнал, потому что здесь, кроме того, что пропорции выдержаны, здесь какая-то суть, образ показан. Вот, когда мы подводили итоги нашего конкурса, то галерея Романов устраивала для нас настоящий праздник, потому что они приехали с подарками, это были мольберты, этюдники, краски, книги. То есть вот мы как дети радовались, когда подводился итог этого конкурса, потому что вдруг посыпались книги, краски, дипломы. Даже лично мне вот этюдник новый достался. Хотя я и не ожидал, конечно. Да. Поэтому вот сейчас я тоже вчера немножко помогал тут развешивать. Чем больше как бы участвовал, времени присутствовал, всматривался, тем больше хотелось здесь подольше побыть, просто все порассматривать. Еще этикеток не было, уже хотелось. Ну, многих людей я просто давным-давно уже, красноярских художников, здесь они уже как бы несколько так, времени уже прошло, лет 20 где-то, даже больше немножко. Вот, очень интересная выставка получилась, поэтому я хочу поблагодарить всех организаторов и участников за такую прекраснейшую выставку, было очень интересно. Не оторваться просто. Ну а если кто-то пожелает присоединиться к этому проекту, да, Марат? Александр Григорьевич, мы всех приглашаем. Правда, уже не в рамках конкурса, но зато вы всегда будете звездить. А мы будем вас показывать по всей России, и не исключено. Кстати, в прошлом году мы показывали работы в Словакии. И словацкие художники были в восторге и говорили: да, у вас школа сохранилась, а мы вот так уже не можем. Мы там каляки-маляки, ну где-то как-то вот непонятно что. А вы-то молодцы, у вас вот школа старая сохранилась, вы реалисты. Круто. Вот так вот. Если есть желающие поделиться впечатлениями, просим к микрофону. У нас это есть более выше, чем... Потрясающая выставка. Здравствуйте, поздравляю всех зрителей с такой выставкой. Действительно потрясающе посмотреть на своих коллег со стороны, их глазами. Действительно великолепно. Особенно посмотреть себе внутрь свое и представить его публике, это отважный шаг, скажем так. Но особенно сейчас, в эпоху перемены, эпохи рыб, эпохи водолея, посмотреть на себя и предложить зрителям оценить и так далее, это действительно труд отважный, скажем, и честный, требует и честности, и отваги от художника. И вот Дом литератора поздравляет вас с таким проектом. Да. И мы хотели бы обратиться к художникам города Абакана, Дом литераторов. У нас местные авторы пишут свои произведения, проза, поэзию и прочее. И мы обращаемся к художникам города Абакана: читайте наших авторов и давайте совместный проект иллюстрировать, прочувствовать эмоциональный строй автора и передать это в графике, в живописи, в инсталляциях, и там попробовать отразить. И самый главный проект наш, «Наследие Хакасии», это альбом с видами Хакасии, и, может быть, пейзажи, ваше художническое восприятие Хакасии, не только знаменитых каких-то объектов, как сундуки, там, Салбык и прочее, а может быть ваши вообще впечатления о Хакасии, и собрав, скажем, союз художников, мы обращаемся к союзу художников, собрать вот эти вот работы пейзажные, а мы же издали как альбом, и Дом литераторов берется за текстовое наполнение вот этих альбомов.
Такое у нас предложение товарищам художникам. Спасибо за внимание. Это можно сделать потрясающую вещь, которая будет называться «Хакасия глазами художника». И здесь может быть все. И пейзажи, и старая архитектура, и образ. Вот шаманка, да? Да. А ведь сколько хакасских женщин, очень харизматичных, которые писать да писать. Александр Григорьевич. Я обращаюсь и к вам. Поэтому очень замечательное предложение, я поддерживаю и готова в этом поучаствовать. Александр Григорьевич, я знаю, что вы чаевник, вам такой, ну, скромный, у вас тут в магазине сильно не закупишь, а дома некогда было. Поэтому вам чаек, а вам кофеек, Алексей. Огромное спасибо, все было очень замечательно. Ну, все. Задавайте вопросы, подходите, разговаривайте. Взяли еще? Не покладу, Уже Петербург Украина. А у Пузамандава? Сегодня надо было автопортрет в культуре сделать, не на бумаге. Принимают, да? Этого наелась. Нет, вода. Ваня, коробка. Так, водички. Я ее не понимаю. Я в котиках. Если такая, это маленькая, детская, а потом...
в общем, скоро если растешь со мной собой. Как это? А, это Конечно.